Канализационные стоки со всей столицы поступают в очистные сооружения, расположенные в селе Ишера. Здесь они проходят несколько этапов механической и биологической обработки, после чего в море поступает уже очищенная вода. На территории объекта расположены административные здания, лабораторные, мастерские и 3 основных резервуара. За день здесь очистку проходит до 20 тысяч кубов воды. Канализационные стоки, попадая в очистные сооружения, проходят несколько стадий очистки: отсеивание мусора, очищение в бассейне бактериями, отстаивание и обработка хлором. Эта вода попадается в отстойники. В отстойнике происходит осаждение. За счет погашения скорости движения воды осаждается, и внизу садится ил, накапливается внизу. Потом через некоторое время, когда ил накапливается, автоматически насосом ил перекачивается на иловые отстойники. А с иловых отстойников потом насосами мы выкачиваем на иловые площадки. И когда они там подсохнут немножко, потом машинами, трактором грузим и вывозим. Очищенная канализационная вода уже после первичной обработки практически прозрачная жидкость, а после дальнейшего очищения она и вовсе становится бесцветной. Эту воду можно применять для орошения, но в связи с тем, что у нас нет недостатка в воде, очищенную воду просто сливают в море. Строительство очистных сооружений в селе Ишера было завершено в 2016 году в рамках российской инвестпрограммы. Общая стоимость объекта составила более 600 миллионов рублей. Вице-премьер-министр экономики Кристина Узган посетила объект с представителями администрации Гагрского и Гудаутского районов, чтобы рассмотреть возможность корректировки стоимости проекта строительства очистных сооружений в Гагрском районе. Мы имели цель, чтобы администрации района Гагрского и Гудаутского могли фактически увидеть, как работает эта система, послушать своих коллег из администрации города Сухум и впоследствии уже быть готовыми давать свое мнение по данному вопросу. Конечно, как и любой объект, как и любой проект, он всегда требует доработки, улучшений, но в целом система работающая, и, наверное, нам имеет смысл ее использовать и в других районах тоже. Поэтому мы с соответствующей инициативой будем обращаться к президенту, к премьер-министру, для того, чтобы, возможно, пройти именно по тому пути, который мы будем предлагать. Кристина Узган напомнила, что проект строительства очистных сооружений в Гагре оценивается в 1,5 миллиарда рублей, без учета магистрального трубопровода, стоимость которого составляет 240 миллионов. И в итоге на строительство очистных сооружений в Гагре придется потратить более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Таким образом, объект обойдется в разы дороже, чем строительство и запуск очистных сооружений в селе Ишера. Аля Катрапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.